Сәлемет сізбе! Здравствуйте! Меня зовут Ажар, и мы продолжаем с вами запоминать казахские слова. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотели бы слово за словом, запоминая казахские слова, начать понимать постепенно, начать понимать и начать разговаривать на казахском языке. Способ, который я демонстрирую в каждом видео, это очень быстрый, эффективный способ запоминать казахские слова. Ну, кстати, скажу, что этот способ можно использовать не только для казахского языка. Этот способ можно использовать для запоминания и изучения и понимания любого другого слова, любого другого термина, любой другой дисциплины, науки, языка и так далее. То есть этот способ очень универсальный. Вы можете использовать его в любой момент для того, чтобы понять, изучить какое-то слово или какое-то понятие. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как апке. Апке у нас в регионе, по крайней мере, в Восточном Казахстане, это старшая сестра. Апке. Но произношение данного слова несложное, я думаю. Старшая сестра. Потому что старшая сестра и младшая сестра звучат по-разному. Младшая сестра, например, звучит по-разному для мужчины, по-разному для женщины. Но мы до этого еще дойдем. Старшая сестра для казаха, для нашего региона, для Восточного Казахстана, звучит как апке. Ну, я вот подобрала вот такое фото. Вот оно. Вот здесь видно, что старшая сестра держит младенца, свою младшую сестренку или братика на руках. Ага, это вот апке. Она апке для него. Ну и по обыкновению мы составляем предложения, русские предложения со словом апке, подставляя его вместо понятия старшая сестра, вместо слова старшая сестра. У меня есть апке, родная апке, и я этому безмерно рада. Хотя в детстве у нас были жестокие бои за влияние, за территорию, наверное, за любовь родителей. У нас были очень жестокие бои в детстве. Ну, пока мы не понимали вот всей нашей близости, всей нашей... всего нашего родства, связи. Вот. И тогда мы очень сильно бились с ней. Прямо били друг друга. Короче, у нас были драки, у нас были, ну, в общем, жуткие вещи происходили раньше. Но сейчас я очень люблю свою апке, поддерживаю ее во всех отношениях. Она старше меня, она уже взрослая, она уже пенсионерка. И вот, и я стараюсь по максимуму ей помочь, по максимуму проявить свое уважение своей апке и поддержать свою апке. Апке может быть не обязательно прямо родная сестра. Любая старшая сестра для казаха это апке. Ну, снова оговорюсь, это в нашем регионе. Может быть, в других регионах как-то по-другому называется. Не суть важна. Сейчас мы не рассматриваем прямо тонкости каждого региона. Хорошо? Вот. На самом деле, мое видео даже предназначено не для того, чтобы прямо точно разобрать, как именно звучит это слово, как именно в каком-то отдельном регионе звучит. Мои видео, цель моих видео – это показать вам этот универсальный способ, с помощью которого вы можете изучить все, что угодно. Ну вот, в данном случае на моем канале мы изучаем казахские слова. Если вас не устраивает слово апке, пожалуйста, запоминайте другое слово. Я не против. Так вот, у моего отца не было родной апке, но у него было много других апке. Я думаю, что в любой казахской семье, в любом казахском роду вы обязательно найдете несколько апке, пусть не родных,
двоюродных, троюродных, неважно. Но они все равно будут апке, и вы будете проявлять уважение по отношению к апке. Моя апке, на самом деле, для меня сделала очень много в жизни. Я очень много видела поддержки со стороны, и с ее стороны, и материальной, и моральной, и физической поддержки. Когда у меня был маленький ребенок, она мне очень сильно помогала. Поэтому я безумно благодарна своей апке. И очень люблю своих других апке, двоюродных, троюродных апке. Очень сильно люблю. При встрече проявляю, выказываю, оказываю уважение и почет в их сторону. Вот таким образом составляйте предложения со словом апке до тех пор, свои собственные предложения до тех пор, пока вы прямо не почувствуете, что это слово стало вашим. Оно зашло в ваш актив, в вашу разговорную речь. Вы никогда не забудете это слово, и вы сможете это слово использовать с легкостью в будущем, когда будете понимать и разговаривать на казахском языке. Вообще-то я зря говорю в будущем, теперь я говорю в настоящем. Применяйте это слово в настоящем времени. Применяйте все слова, которые вы уже запомнили в настоящем времени, для того, чтобы не утерять связь с ними, для того, чтобы укрепить их в памяти, и для того, чтобы они больше никогда не уходили из вашей разговорной речи. Спасибо вам за то, что вы смотрите мои видео, ставите мне лайки, подписывайтесь на мой канал, делайте репосты, пишите свои комментарии, пишите все, какие у вас были изменения, что вы нового поняли. Может, у вас изменилось отношение к казахскому языку, может, у вас изменилось отношение в принципе к казахам, может, у вас изменилось отношение к Казахстану, может быть, даже и такое. Может быть, у вас стало больше позитива в вашей жизни, я не знаю. Ну, пишите все, что произошло хорошего в вашей жизни с тех пор, как вы начали смотреть мой канал. Для меня это очень важно. Я отвечу на каждый ваш комментарий, на каждую вашу мысль. Так что спасибо большое. Сау болыңыз. До свидания.